Добрый день, меня зовут Назгуль Кубакаева. Я являюсь директором объединения юридических лиц Ассоциации креативных индустрий. Сегодня я хочу рассказать вам про нашу ассоциацию и деятельность, ну и в рамках этого немножко рассказать про креативную экономику, как она развивается в Кыргызстане. Наша ассоциация была учреждена в прошлом году, 19 октября 2021 года. Учредителями нашей ассоциации являются 9 компаний, они все представляют разные креативные сектора Кыргызстана. Они представляют такие отрасли, как кино, дизайн и мода, креативные хабы, архитектура и дизайн интерьера, образование и медиа. Миссия нашей ассоциации – это консолидация усилий джаратманов, так мы называем членов своей ассоциации, для развития креативной экономики в Кыргызстане. У нашей ассоциации есть видение. Видение нашей ассоциации – это продвижение и экспорт креативных продуктов, произведенных в Кыргызстане с высокомаржинальной экономической ценностью. В нашей ассоциации высшим органом управления является общее собрание членов. Мы обязательно встречаемся один раз в 3 месяца, можно и чаще, но пока у нас получается один раз в квартал встречаться. Членство в нашей ассоциации платное, 1000 сомов ежемесячно, и имеется 3000 сомов единоразового вступительного взноса. Данный взнос, он формирует у нас внутренний фонд развития, и расходование этих средств решается самим общим собранием членов нашей ассоциации. Также у нас есть надзорный орган в лице ревизора, исполнительный орган в лице директора ассоциации нашей, и также у нас есть наблюдательный совет, который состоит из 9 членов ассоциации. В настоящее время ассоциация поставила перед собой 3 главные цели. Одна из них – это развитие институциональное и проведение различных мероприятий для того, чтобы популяризировать креативную экономику и креативные индустрии. Вторая цель – это у нас развитие самой членской базы. Мы хотим достичь цифры 100+ компаний или же индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере креативных индустрий. И третья наша цель, чтобы закон о парке креативных индустрий в Кыргызстане вступил в силу и начал реализацию для того, чтобы у нас развивались условия для развития экосистемы, развития стартапов и креативного бизнеса. В рамках реализации третьей цели мы очень тесно сотрудничаем с государственными органами, непосредственно это Министерство экономики и коммерции, с аппаратом президента и также с международным сообществом. В текущем году, 21 апреля, это день, когда празднуется День инноваций и креативности, президент страны Садыр Джапаров подписал указ о мерах развития креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской республики. Следом, 22 апреля, председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров подписал концепцию развития креативной экономики в Кыргызстане. И затем в 3 чтениях наш Жогорку Кеңеш Кыргызской республики 30 июля они приняли закон о парке креативных индустрий. 8 августа президент страны Садыр Джапаров подписал данный закон, и в настоящее время инициаторы этого закона, Министерство экономики и коммерции, они работают над положением о работе дирекции парка креативных индустрий и вносят в рассмотрение Жогорку Кеңеша подзаконные акты о внесении изменений в налоговый кодекс Кыргызской республики и закон о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию. Разрешите немножко рассказать о парке креативных индустрий. Парк креативных индустрий – это не физический объект, это будет специальный налоговый режим, в рамках которого его резиденты потенциальные, они смогут получить определенные налоговые преференции. Если их назвать, то в настоящее время предприниматели в стране, согласно налоговому кодексу, оплачивают единый налог 4%, если это безналичный перевод, если это наличный перевод, тогда 6%. Вместо этого резиденты парка креативных индустрий, они будут оплачивать 2 года 0,5%, затем следующие 2 года 1%, и на 5-й год реализации парка креативных индустрий это остановится на позиции и ставке 2%. Как вы видите, это намного выгоднее. По поводу подоходного налога, если в настоящее время оплачивают обычные предприниматели 10%, то мы просим и
лоббируем этот вопрос для того, чтобы резиденты парка креативных индустрий платили 5% вместо 10%. И по социальному фонду вместо 27,25% будет оплата уже фиксированная от средней месячной заработной платы 12%, это в районе 2500 сомов. И также парк креативных индустрий, он будет включать в себя более 80 видов деятельности. Но мы так надеемся, в настоящее время этот вопрос тоже находится на обсуждении. Если говорить именно о самом законе, его важность для страны заключается в том, что закон как раз-таки дает определение креативным индустриям, а также определяет, какие же индустрии они могут считаться как двигатели креативной экономики. Уважаемые зрители, как вы поняли, у нас в Кыргызстане ведется большая активная работа по продвижению креативной экономики, и мы действительно верим в будущее страны, в том, что креативная экономика может оказать очень большой вклад и влияние положительное на развитие социально-экономическое в нашей стране. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю вас активную позицию занять. Пожалуйста, начинайте изучать креативные профессии, присоединяйтесь к нашей ассоциации, если вы уже компания или индивидуальный предприниматель. Также я рекомендую вам ознакомиться с самим законом о парке креативных индустрий, пройдя по ссылке. Также у нас имеется дорожная карта развития креативной экономики в Центральной Азии, национальная концепция развития креативной экономики. Эти все документы вам дадут общее понимание. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете найти нас в социальных сетях и обратиться со своими вопросами и предложениями. До новых встреч! Всем привет! Меня зовут Чубах Тимиров, я являюсь директором парка высоких технологий Кыргызской Республики. И сегодня мы поговорим с вами о том, что такое парк высоких технологий, для чего он нужен и какие преференции он дает. В первую очередь, парк высоких технологий Кыргызстана – это специальный правовой налоговый режим, который поддерживает экспортоориентированные IT-компании, предоставляя им специальные налоговые льготы, для того, чтобы компании могли расти глобально и развивать устойчивую экосистему в Кыргызской Республике. Цель закона была как раз-таки поддержать экспортоориентированные эти компании, вывести их из тени, и я думаю, что мы с этой задачей справились. Есть специальный закон, он был принят в 2011 году. Так мы стали одним из первых вообще технопарков Центральной Азии. Затем у нас правительство учредило дирекцию парка высоких технологий, которая как раз-таки управляет операционной и организационной деятельностью нашей организации. Наши резиденты, компании, которые вступают в парк, пользуются всеми налоговыми преференциями, которые дает правительство, и взамен они отчисляют 1% от своей выручки на ежеквартальной основе в счет дирекции парка высоких технологий. То есть мы государственное учреждение, которое финансируется за счет резидентов. Чего же мы добились за эти 10 лет, спросите вы? Как я ранее говорил, мы начали свою деятельность в 2011 году с момента подписания закона о парке высоких технологий. И в конце 2013 года мы уже начали набирать первых резидентов. И наш парк пополнился 3 компаниями-резидентами, которые вообще поверили в эту идею создания парка, про преференции. И на тот момент их было где-то 60 человек в этих компаниях работало, и доход был где-то примерно 14 миллионов сомов. На сегодня это уже 200 компаний, 200 плюс даже, и в этих компаниях работает более чем 1700 высококвалифицированных специалистов из сферы IT. И также хотел бы отметить, что за прошлый год, конец 2021 года, мы закрыли с оборотом $25 миллионов США. И 96% из этих средств как раз-таки пришли за счет экспорта продукции наших компаний и услуг в том числе. А если говорить о географии экспорта, то наша компания экспортирует, как я ранее отметил, более чем 30 стран мира. И на первом месте у нас по экспорту являются Соединенные Штаты Америки. Где-то на них приходится порядка 40% наших именно экспортных денег. На втором месте у нас идут Россия, на третьем Казахстан. И также в топ-6 стран экспорта входят Кипр, Япония и другие страны, в том числе Великобритания.
И из этих всех наших компаний, которые я перечислил, 54% где-то вот занимаются именно разработкой и реализацией программного обеспечения. На втором месте у нас идут интерактивные сервисные центры. Это так называемые колл-центры, работающие на зарубежные рынки, в том числе диспетчеры, которые становятся еще очень популярны, работающие на американские траковые компании. Особенно, кстати, интересно для молодежи. И они обеспечивают примерно до 18% совокупных доходов наших резидентов. Ну и замыкают этот список не менее важные аниматоры. Это ребята, которые создают компьютерную анимацию и монетизируют с помощью YouTube. Далее у нас идет техническая поддержка и другие типы работ, такие как, допустим, продажа готового софта или же продажа каких-то лицензий. И, пожалуй, самая интересная, наверное, часть – это как раз-таки, почему резиденты вообще становятся нашими резидентами. Это налоговые преференции, которые мы даем от имени государства. Мы полностью освобождаем, как парк высоких технологий, наших резидентов от 3 основных видов налогов. То есть это 0% налога на прибыль. Как вы знаете, в общем режиме он составляет 10%. Мы также обнуляем процент налога с продаж. В общем налоговом режиме он составляет от 2 до 5%. И мы также обнуляем НДС, так называемый налог на добавленную стоимость. Как вы знаете, в общем режиме он составляет 12%. И это вот основные налоги, которые мы освобождаем от компаний именно. Но также даем значительные послабления по таким налогам, как подоходный налог на сотрудника. Вместо 10% общего режима резиденты парка высоких технологий платят всего 5% подоходного налога на каждого своего сотрудника. И всего 12% от среднемесячной заработной платы по Кыргызстану составляет соцфонд. То есть, как вы знаете, в общем режиме в соцфонд надо будет отчислять аж целых 27,25%. Тоже наши резиденты, возможно, большинство из них вы знаете. Первое – это EPAM, международная компания с главным офисом в Соединенных Штатах Америки. Филиал у нас был открыт в конце 2021 года, и на сегодняшний день их почти 200 человек. Еще один из наших крупных резидентов – это Kanda CA, Центральная Азия, которая работает на рынке, в глобальном рынке уже более 25 лет. Крупная компания международная. Еще одна компания, про которую я хотел бы обязательно отметить, это The Billions. Многие из вас их знают. Это ребята, которые создают детские видео, которые собирают миллиарды просмотров по всему миру. Они входят в топ-3 мира по созданию детского контента. Команда впервые в Центральной Азии получила первую бриллиантовую кнопку от YouTube. Я думаю, что это только начало для них. Также хотел бы рассказать про местную международную компанию, которая называется MadDevs. Одна из крупных компаний в парке. В 2021 году по итогам она была признана как самая быстро растущая IT-компания Кыргызстана. Головной офис или офис продаж у них находится в Великобритании. Это были сервисные компании. Если говорить о продуктовых, то я хотел бы отметить Codify Lab, один из наших резидентов, чей продукт или стартап привлек инвестиции из Antler Global в Сингапур. Как мы еще помогаем нашим резидентам? Ну, помимо того, что мы предоставляем им налоговые льготы, про которые мы говорили, мы, как парк высоких технологий, также способствуем качественному росту наших IT-компаний, также IT-сообщества Кыргызстана. Мы продвигаем проекты по подготовке кадров, что я считаю одним из самых важных. Совсем недавно мы провели буткемп по основам дата-аналитики с участием крутых экспертов из Финляндии, в котором приняло участие как раз-таки начинающие, скажем так, дата-аналитики государственных органов и также бизнес-структур. Мы планируем организовывать подобного рода тренинги или мероприятия на ежемесячной регулярной основе. Помимо всех наших образовательных проектов, мы также делаем очень большой упор на поддержку именно IT-стартапов. Сейчас как раз-таки разыгрываем 1 миллион сомов среди тех, кто придумает лучшее цифровое решение для жителей Баткенской области. Все мы знаем баткенские события, которые произошли, и с целью помощи мы хотим вот такое разыграть. В новом году мы хотим создать полноценный уже фонд,
которые как раз-таки и будут поддерживать инновационные или же социально значимые стартапы. Для повышения узнаваемости наших резидентов, роста их продаж, услуг на международном рынке, мы также активно участвуем в различных зарубежных форумах, выставках и также проводим переговоры с потенциальными инвесторами. Таким образом, мы продвигаем новый бренд Кыргызстана как следующая IT-дестинация в Центральной Азии, или, если говорить очень популярно на английском, Kyrgyzstan is the next IT destination. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, вы всегда можете найти нас в социальных сетях по следующим ссылкам, также на нашем сайте, либо вы можете позвонить на наш рабочий номер или написать на нашу рабочую почту. Наш лозунг звучит как «Жить в Кыргызстане и работать со всем миром», поэтому нашей молодежи я хотел бы порекомендовать всегда быть в поиске, изучать что-то новое, быть в тренде, изучать как раз-таки IT. Мы всегда будем рады вас проконсультировать и помочь. Привет, друзья! Меня зовут Азамат Дуйшеев, я являюсь менеджером по работе с международными организациями и государственными органами бизнес-ассоциации GIA. Сейчас я вам хочу рассказать о деятельности нашей бизнес-ассоциации, то есть GIA. Бизнес-ассоциация GIA – это некоммерческая организация, миссией которой является развитие инновационного, социально ответственного и открытого бизнес-сообщества во благо развития Кыргызской Республики. За свою деятельность наша ассоциация зарекомендовала себя надежным партнером бизнес-сообщества нашей страны. Отметим, что GIA работает более 16 лет. На сегодняшний день наша ассоциация объединяет более 1200 компаний малого и среднего и крупного бизнеса не только в Кыргызстане, но и за рубежом. С гордостью заявляем, что более 30% из наших членов являются женщинами-предпринимателями, то есть бизнес-вумены. GIA – это мультисекторальная ассоциация, так как в наших рядах есть промышленники, торговцы, строители, текстильщики, экспортеры, туроператоры, представители общепита, сферы образования, обслуживания и тому подобное. Имея огромный багаж опыта, мы готовы делиться им с нашими партнерами, облегчая путь предпринимателя. Наша ассоциация предоставляет ряд услуг для развития вашего бизнеса. Это какие услуги? Первое – это информационная поддержка. Мы оказываем информационную поддержку членам нашей ассоциации, используя современные инструменты. Также проводим визит вежливости. Кураторы постоянно находятся на связи с членами ассоциации. Для нас важно, чтобы наши резиденты не пропускали актуальные для них новости, конкурсы и мероприятия. Вторая услуга – это нетворкинг. В бизнесе необходимо качественный нетворкинг. GIA организовывает тематические и глобальные мероприятия в Кыргызстане, где вы можете налаживать новые бизнес-контакты по всем регионам нашей страны. Следующая услуга – это обучающие программы. Мы содействуем развитию бизнеса через развертывание площадки, в рамках которой проводятся различные тренинги и семинары, мини-MBA, масштабные форумы и выставки, направленные на усиление потенциала бизнеса. Четвертая услуга – это привлечение инвестиций. Мы проводим единственный и в своем роде крупный Бишкекский инвестиционный форум, или коротко БИФ, дважды в год. Это ивент, в котором бизнесмены и вумены делятся и получают нужную информационную поддержку, контакты, знания и потенциальных инвесторов. Обсуждают и продвигают новые бизнес-идеи, рассказывают о новых трендах рынка. GIA проводит различные бизнес-поездки. Это считается пятой услугой нашей ассоциации. Организовываем двухсторонние и многосторонние встречи,
поездки в страны СНГ, Европы, Азии и США. Мы даем возможность открыть новые горизонты и развитие географии вашего бизнеса. Шестая услуга нашей ассоциации – это адвокация лобби. У нас имеется платформа для эффективного диалога и сотрудничества бизнеса с органами государственной власти. Как бизнес-ассоциация для нас важны интересы бизнес-сообщества страны. И мы часто выступаем в защите прав и интересов членов нашей ассоциации. Предпоследняя услуга нашей ассоциации – это консультационная поддержка. GIA предоставляет мощную консультационную поддержку посредством центров поддержки предпринимателей во всех регионах нашей страны. Данный проект реализуется при поддержке ОБСЕ в Кыргызстане. И самая последняя услуга нашей ассоциации – это корпоративная социальная ответственность. В рамках GIA бизнесмены участвуют в благотворительной помощи, экологических и социальных проектах. Члены GIA за окружающую среду, за район, за город, за страну. Мы единственная в Кыргызстане ассоциация, которая состоит в членстве Международной организации работодателей. В своей деятельности ассоциация успешно взаимодействует с органами государственной власти, то есть Жогорку Кеңеш, Министерство экономики и коммерции, Генеральная прокуратура, мэрия, Совет по развитию бизнеса и так далее. Международными представительствами и донорскими организациями, такие как Международная организация труда, ОБСЕ, Программа развития ООН, JICA, Институт бизнес-омбудсмена и так далее, а также СМИ и гражданским обществом. Как проходит процесс вступления в нашу ассоциацию? Первый шаг для вступления в бизнес-ассоциацию вам необходимо заполнить онлайн-анкету по следующей ссылке. Стоит отметить, чтобы стать членом нашей ассоциации, вам необходимо иметь статус предпринимателя. Далее, поданные вами заявления на вступление отправляются на рассмотрение членам правления ассоциации. Далее проходит церемония вручения сертификата о членстве в GIA и подписания договора. Если вы предприниматель, который хочет развиваться, то добро пожаловать в бизнес-ассоциацию GIA.